Здравствуйте, это программа «Закон и порядок», и с вами я, Сайгын Бирбю. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Республики Тыва Павел Андреевич Нас. Тема нашей программы – защита прав предпринимателей и бизнеса в период пандемии. Павел Андреевич, вопрос, который больше всего интересует бизнес, на протяжении последних лет остаются неизменными. С какими нарушениями чаще всего сталкиваются прокуроры, когда речь идет о защите прав предпринимателей? Насколько много таких нарушений? Это особенно вот в период пандемии у нас. Да, добрый день. Предприниматели в России действительно находятся в зоне особого риска. С одной стороны, они вожделенный объект для криминалитета, с другой стороны, для многочисленных проверок со стороны органов контроля и надзора. Деятельность органов прокуратуры Республики Тыва в сфере надзора соблюдения прав и свобод субъектов предпринимательства подчинена задачам, которые ставят перед нами Генеральный прокурор Российской Федерации, президент Российской Федерации. И в условиях распространения коронавирусной инфекции сосредоточена на недопущении нарушений прав субъектов предпринимательства, обеспечении вмешательства в свободную экономическую деятельность. Прокуратура Республики организован постоянный мониторинг ситуации в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, усиленное информационное сотрудничество с сообществами предпринимателей. В рассматриваемой сфере только за 8 месяцев 2021 года прокурорами выявлено более 900 нарушений закона на территории Республики Тыва, в целях устранения которых внесено 288 представлений, на незаконные правовые акты принесено 143 протеста, в суды направлено 36 исковых заявлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 183 лица. Сейчас перебить можно я перебью вас? Конечно. Отличается вот первый, когда было карантин, да, в прошлом году, и в этом году вот это вот нарушение много или это разница какая? В условиях распространения коронавирусной инфекции системными надзорными мероприятиями обеспечена работа как органов контроля, так и органов исполнительной власти, деятельность которых должна быть направлена на обеспечение поддержки субъектов предпринимательства. Вот в ходе нашей сегодняшней передачи я отдельно остановлюсь на основных вопросах, которых удалось добиться прокурорам в рамках осуществления надзорной деятельности, и тех вопросов, которые еще перед нами стоят. При этом самым главным достижением текущего года, так скажем, одним из самых главных результатов надзорной деятельности органов прокуратуры является вопрос предоставления государственных и муниципальных услуг субъектам предпринимательской деятельности, что в условиях распространения коронавирусной инфекции, задачах, направленных на сокращение административных процедур, является приоритетным. Органами прокуратуры внесено в анализируемом периоде более 50 представлений в адрес органов местного самоуправления, государственных органов, участвующих в реализации полномочий по предоставлению государственных услуг. По итогам рассмотрения соответствующего представления, внесенного в адрес правительства Республики Тыва, в 2021 году 38 государственных услуг переведены в электронную форму. Несколько слов об этом. Мы столкнулись с тем, что, несмотря на те задачи, которые ставятся руководством страны, в нашем регионе до недавнего времени часть государственных услуг, с получением которых ежедневно сталкиваются как предприниматели, так и жители нашей республики, обеспечивалась только посредством личного обращения в органы контроля, что, опять же, в условиях распространения коронавирусной инфекции является затруднительным и недопустимым. Да. Поэтому внимание прокуроров было сосредоточено на этом вопросе. В июне текущего года под председательством прокурора республики было проведено расширенное заседание коллегии прокуратуры республики по указанному вопросу. По итогам комплекса принятых мер прокурорского реагирования на сегодняшний день 38 государственных услуг уже переведено в электронную форму, и бизнес в регионе может пользоваться этими услугами. Вот в условиях распространения коронавирусной инфекции наиболее актуальный вопрос снижения административного давления. Вот насколько у нас происходили перегибы именно вот в этом плане? Да, действительно, в условиях распространения коронавирусной инфекции вопрос снижения административного давления на бизнес является первоочередным.
На сегодняшний день в Российской Федерации продолжает реализовываться реформа контрольно-надзорной деятельности, одним из основных мероприятий которых явилось вступление в силу 1 июля текущего года федерального закона номер 248 ФЗ о государственном контроле, муниципальном контроле в Российской Федерации. И деятельность по государственному контролю претерпела существенные изменения. Надзорным сопровождением обеспечена деятельность всех органов государственного муниципального контроля, осуществляющих деятельность на территории региона. Уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации ежегодно составляется индекс административного давления органов контроля на бизнес. Он складывается из ряда очень важных показателей, таких как так называемая гильотинная нагрузка, это количество, так скажем, карательных мер, принятых органами контроля к предпринимателям. Это штрафы, наложение административных арестов, это принятие решения о прекращении деятельности, количество плановых, неплановых проверок, и прочие вопросы взаимодействия органов контроля и бизнеса. На протяжении последних лет, к сожалению, Республика Тыва занимала отстающие позиции в национальном рейтинге административного давления. Так, по итогам 2019 года регион занимал 79-ю строчку среди всех субъектов Российской Федерации по оказанию именно давления со стороны контролирующих органов на предпринимателя. В условиях того небольшого количества предпринимателей, которые так важны для региона. Да, мы находились на последнем месте, к сожалению. На это было обращено внимание пристально прокуратуры республики. Прокуроры все были ориентированы на необходимость принятия мер, направленных на изменение данной ситуации. И принятым комплексом мер прокурорского реагирования эту ситуацию удалось изменить. По итогам 2020 года Республика Тыва находится на 33-м месте среди субъектов Российской Федерации. То есть более чем в 2 раза сократился уровень контрольно-надзорной деятельности, уровень давления на предпринимателей. На сегодняшний день эта деятельность продолжена прокурорами. Пресекаются факты излишнего вмешательства в предпринимательскую деятельность, факты безосновательного привлечения субъектов предпринимательства к административной и уголовной ответственности. И особое внимание в данном опросе уделяется формированию ежегодного сводного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Органы прокуратуры в соответствии с федеральным законом являются органами, уполномоченными на формирование плана и исключение незаконных плановых мероприятий из плана проверок. Так, по итогам рассмотрения предложений органов контроля, поступивших в органы прокуратуры Республики Тыва по формированию плана проверок на 2021 год, органами прокуратуры было исключено более 200 незаконных плановых мероприятий, которые были предложены к проведению со стороны контролеров, что составило 22%. Сколько проверок предусмотрено по плавному примерно? Это абсолютное число. 1900 плановых мероприятий было предложено, 1700 плановых мероприятий осталось в плане. Это со всеми контролирующими, со всех контролирующих органов на территории региона. При этом нельзя забывать о том, что помимо плановых проверок органы контроля активно используют механизм проведения внеплановых проверочных мероприятий. При этом в силу требований действующего федерального законодательства любая внеплановая проверка подлежит согласованию с органами прокуратуры. И по итогам работы в 2020 году, истекшем периоде 2021 года, по итогам рассмотрения тех проверочных мероприятий внепланового характера, которые были предложены органами контроля к проведению, прокуратура республики отказана в согласовании 51% плановых мероприятий. То есть, говоря сухими цифрами, из 100 предложенных плановых мероприятий в проведении 51 проверки отказано органу контроля в целях снижения давления на бизнес. То есть это еще один вид защиты предпринимателя? Безусловно. И в настоящее время органы прокуратуры республики уже приступили к формированию плана проверок на 2022 год. Рассматриваются предложения органов контроля о проведении плановых мероприятий в зависимости от видов контроля в условиях принятия 248-го федерального закона, который
настроен на превентивную функцию органов контроля и в первую очередь предоставляет юридическим лицам больше гарантий при взаимодействии с контролирующими органами. Прокуратуре республики уделяется особое внимание обоснованности включения тех или иных плановых мероприятий в план проверок на 2022 год. И, к сожалению, приходится констатировать, что у ряда органов контроля, как федерального уровня, так и региональных органов контроля, до сих пор не изжита так называемая палочная система. Чем больше проверок проведено, тем эффективнее в глазах руководителя выглядит работа, работа органа контроля. Вот на сегодняшний день федеральное законодательство не содержит таких положений. Работа органа контроля должна быть в первую очередь в соответствии с требованиями вновь вступившего в силу 248-го федерального закона направлена на недопущение нарушений, на принятие всего комплекса мер, направленных на помощь предпринимателю, а не на карательную функцию. Как я понял, просто по факту, да, работать должны. Они сравнивать с прошлым годом? Не столько работать по факту, сколько проводить системную работу с органами контроля, направленную на недопущение с предпринимателями нарушений в будущем. Не бить, так скажем, по хвостам, говоря обыденным языком, а принимать весь комплекс мер, направленных на недопущение предпринимателям тех или иных нарушений. Мы сталкиваемся ежедневно с тем, что зачастую предпринимателями те или иные нарушения требований федерального законодательства допускаются не из злого, так скажем, умысла, а из отсутствия знаний действующего законодательства, от отсутствия необходимой работы органов в части просветительской деятельности, в части разъяснения требований федерального законодательства предпринимателям. Хотели как лучше, получилось как... Да, и именно на это сегодня направлены основные усилия органов прокуратуры в данной сфере. У органов местного самоуправления, органов государственной власти в силу требований федерального закона номер 8 ФЗ раскрытия информации на эти органы возложена обязанность по обеспечению открытости деятельности, в том числе органов контроля. И поэтому на сегодняшний день все прокуроры ориентированы на необходимость изучения деятельности органа контроля муниципального уровня, регионального, федерального уровня с точки зрения его открытости для взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности на предмет полноты размещения на официальных сайтах всей необходимой информации, введения единого реестра контрольно-надзорных мероприятий, которые предусмотрены органами контроля. И в целом вся деятельность органов государственной власти на сегодняшний день в силу требований федерального законодательства должна быть направлена в первую очередь на четкую систематизацию видов контроля, для того, чтобы предприниматель четко понимал, какой орган контроля, надзора, в какой период времени будет его проверять ввиду тех или иных особенностей осуществления деятельности. Внедрен и активно используется органами контроля на территории Российской Федерации так называемый риск-ориентированный подход к осуществлению контрольных мероприятий. Несколько слов скажу об этом подходе. Суть его заключается в присвоении каждому объекту проверки, каждому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю той или иной категории риска, начиная от низкого риска, заканчивая чрезвычайно высоким, в зависимости от той категории деятельности, которую он осуществляет. Если говорить на примерах, то индивидуальный предприниматель, осуществляющий торговлю, допустим, меховыми изделиями, намного меньше рисков в своей деятельности несет, чем юридическое лицо, осуществляющее добычу угля на территории региона или опасных производственных объектов, эксплуатацию или деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства или организации детских лагерей и так далее. И уже в зависимости от категории риска, присвоенной каждым органам контроля, формируется план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и прокуроры на сегодняшний день, как надзорный орган, главный надзорный орган Российской Федерации, в первую очередь обращают внимание на обеспечение органами контроля именно тех полномочий, которые предусмотрены в рамках присвоенной категории риска предпринимателя. Для того, чтобы не было, так скажем, как это принято называть в народе, проверок ради проверок как таковых. Это должна быть конкретная деятельность, направленная на недопущение нарушений со стороны бизнеса.
как разнятся количество обращений до ковидного периода и в настоящее время? То есть увеличение идет или уменьшение идет? К сожалению, вот пользуясь форматом сегодняшнего нашего беседы, хотелось бы обратиться к предпринимателям и призвать их более активно обращаться в органы прокуратуры с жалобами на деятельность органов контроля. К сожалению, бизнес на территории региона не спешит идти к прокурору. И в связи с этим, для того, чтобы понять те проблемы, которые есть у бизнеса, в первую очередь при прокуратуре республики создан Совет по защите прав предпринимателей под председательством первого заместителя прокурора республики. И нами осуществляется системное взаимодействие с представителями субъектов предпринимательства. Проводятся в условиях распространения коронавирусной инфекции и невозможности в ряде случаев провести онлайн-мероприятия. Руководством прокуратуры республики на системной основе проводятся приемы предпринимателей, в том числе совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей посредством видеоконференц-связи. Также совместно с Фондом поддержки предпринимательства разработана практика проведения онлайн-конференций со стороны органов прокуратуры, когда предприниматели со всеми интересующими их вопросами не в формате какого-то обращения, а в формате живого диалога с прокурором могут обратиться для решения конкретных вопросов и конкретных проблем, которые стоят перед бизнесом. При этом органы прокуратуры всегда открыты для диалога с бизнесом, для скорейшего решения этих вопросов. По поручению генерального прокурора создан и уже активно функционирует единый портал обращения предпринимателей, существует на сайте Генеральной прокуратуры, куда предприниматели могут обратиться и получить в сокращенные сроки ответ на ту или иную тему, которая интересует бизнес. Какой срок ответа? Стандартный порядок рассмотрения обращений в органах прокуратуры предусматривает 30-дневный срок на проведение надзорного мероприятия и уведомления субъекта предпринимательской деятельности. При этом обращения, которые поступают на единый портал Генерального прокурора по защите прав предпринимателей, рассматриваются в срок 14 рабочих дней. И предприниматель уведомляется прокуратурой региона о результатах этой проверки. Уведомление входит в вот этот 30-дневный срок, да? Да, однозначно. Понятно. А вот понятно, что прокуратура, она сейчас направлена на защиту, да, вот, людей, но в то же время вот, бывают ли факты отказа в удовлетворении заявления? Безусловно, каждое обращение предпринимателя – это повод для проведения прокурорской проверки. И в рамках проведенной проверки, в силу тех полномочий, которые предоставлены законом о прокуратуре, прокурор в каждом случае приходит к выводу о наличии либо отсутствии нарушений требований федерального законодательства. При этом предприниматели должны отдавать себе отчет в том, что в прокуратуре создано специальное подразделение, которое занимается соблюдением требований федерального законодательства, подразделение, которое занимается требованием соблюдения законодательства при осуществлении оперативно-розыскной, процессуальной деятельности правоохранительными органами. И решать, имеются ли в конкретной ситуации признаки какого-то правонарушения, так скажем, перегибы со стороны контролирующих органов, это как раз-таки входит в компетенцию прокурора. И поэтому не нужно бояться обращаться в органы прокуратуры. Как раз-таки прокурор при реализации тех полномочий, которые предоставлены, даст оценку законности действий органа контроля и в случае необходимости как-то поправит мерами прокурорского реагирования и в любом случае обеспечит защиту прав предпринимателей. Но при этом, уважаемые предприниматели, не забывайте, обращение у нас идет через электронный вид, да? Различные формы для удобства как раз-таки жителей республики, предпринимателей. На сегодняшний день прокуратура республики осуществляет прием обращений во всевозможных формах, начиная от личного приема обращений всегда в течение каждого дня в прокуратуре республики дежурный прокурор присутствует, который может принять письменное обращение. Также ящик для приема обращений как в прокуратуре республики, так и в прокуратурах районного звена. Также на портале Генеральной прокуратуры есть соответствующий раздел «Обратиться в органы прокуратуры». На сайте прокуратуры республики есть отдельно
отдельная Страница обращения. страница, да, для обращений. Кроме того, посредством портала государственных услуг может обратиться предприниматель для того, чтобы всеми возможными удобными способами прокурор провел проверку и дал оценку законности действий тех или иных Наиболее органов. удобно это в электронном виде обращения. Это зависит от предпринимателя. Если он самое работает там в 30 метрах от прокурора, то, может быть, ему будет удобнее распечатать и прийти. Никаких ограничений и особенностей рассмотрения, так скажем, обращений, поступивших по электронной почте или в печатном виде, их нет. Все обращения рассматриваются по требованиям, предусмотренных инструкцией по рассмотрению обращений в органах прокуратуры, соответствующего федерального закона номер 59 ФЗ. И ко всем обращениям обеспечен одинаково строгий подход со стороны руководства прокуратуры республики. Вы уже тут уже затрагивали тему государственной поддержки. Как обстоит ситуация сейчас на сегодня у нас в республике? Является ли этот вопрос предметом надзорного внимания органов прокуратуры? Более конкретно, можете ответить, пожалуйста? Да, безусловно, вопросы реализации мероприятий по поддержке субъектов предпринимательской деятельности, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции, носили первостепенный характер и продолжают оставаться в поле ежедневного внимания прокуроров. Принятым по итогам проверок комплексом мер прокурорского реагирования были охвачены все органы и организации, осуществляющие на территории республики деятельность, направленную на оказание поддержки субъектам предпринимательства. На территории региона создан фонд поддержки предпринимательства, создан гарантийный фонд. Фонд поддержки предпринимательства выполняет роль микрокредитной организации, которая финансирована государственными бюджетными средствами для того, чтобы поддерживать бизнес, поддерживать конкретные бизнес-проекты по льготным процентным ставкам, которые в разы отличаются от тех кредитных продуктов, которые сегодня предоставляются банками. Вопрос деятельности фонда поддержки предпринимательства находится под пристальным надзорным вниманием органов прокуратуры благодаря вмешательству прокуратуры, благодаря тем мерам, которые были приняты в адрес регионального министерства экономики. В 2020 году фондом поддержки предпринимательства деятельность была кратно активизирована, выдано 202 микрозайма субъектам предпринимательской деятельности на сумму более 300 миллионов рублей. По льготным процентным ставкам это от 0 до 8%. В истекшем периоде 2021 года выдано 79 льготных займов на сумму более 73 миллионов рублей. Данная мера поддержки позволила сохранить более 400 мест в условиях распространения коронавирусной инфекции, рабочих мест у предпринимателей, которые ввиду ограничительных мероприятий, связанных с распространением с пандемией инфекции, были вынуждены прекратить свою деятельность. При этом та деятельность, которая обеспечена фондом поддержки предпринимательства, помогла, так скажем, сохранить рабочие места и деятельность значительного количества субъектов предпринимательства. Более того, органами прокуратуры республики обращалось внимание на эффективность работы гарантийного фонда региона, которая должна быть направлена на обеспечение финансовых гарантий при получении кредита. Эта деятельность также была предметом прокурорской оценки, и по итогам работы органов прокуратуры, Министерства экономики региона эффективность работы гарантийного фонда также увеличена на сегодняшний день. Более того, существуют иные виды государственной поддержки, за реализацией которых также надзирают органы прокуратуры, как федеральной, так и региональной. Не далее, как 2 августа 2021 года временно исполняющим обязанности главы региона подписано распоряжение, в соответствии с которым на деятельность, направленную на финансовую поддержку предпринимателей, выделено 50 миллионов рублей на 2021 год. Эти деньги будут направлены на возмещение расходов, связанных с приобретением, модернизацией оборудования, с оформлением договоров лизинга транспортных средств и, самое главное, на прямую адресную поддержку, предусматривающую выплаты в случаях ограничения работы предпринимателей в условиях компенсации, ограничения работы, связанных с распространением коронавируса
коронавирусной инфекции. Это адресная поддержка, направленная на сохранение заработной платы работников, которые осуществляют деятельность у индивидуального предпринимателя юридического лица. И на сегодняшний день комиссия по рассмотрению заявок уже работает. Заключено более 70 соглашений с субъектами предпринимательской деятельности. Эти вопросы реализации полномочий по поддержке находятся под пристальным контролем органов прокуратуры. Также, говоря о государственной поддержке, необходимо обратить внимание, что поддержка бизнеса в условиях пандемии не сводится только к обеспечению финансовой деятельности предпринимателя и к компенсации тех или иных возникающих затрат. Также существует нефинансовая поддержка. Это вопросы консультативные, это вопросы брендирования. На базе инфраструктуры поддержки бизнеса «Мой бизнес» существует специальная организация, которая направлена на помощь предпринимателям. Это оформление сайтов, это вопросы кластерного развития, это обеспечение юридической помощи, в том числе по оформлению документов, по сопровождению мероприятий по получению необходимых лицензий и разрешительных документов. И этими полномочиями наделены органами исполнительной власти региона, органы местного самоуправления. На сегодняшний день прокуроры ориентированы на проведение проверок. Более того, распространенными, к сожалению, оставались нарушения, допущенными органами местного самоуправления, связанными с неэффективностью реализации муниципальных программ по поддержке бизнеса. Профильные проверки, которые провели прокуроры, показали о том, что ряд программ существовал формально, только на бумаге, они не были обеспечены конкретными мероприятиями, тогда как встречные проверки в муниципалитетах показали, что существует брошенное муниципальное имущество, которое можно использовать в рамках поддержки бизнеса. Существуют различные механизмы, в том числе направленные на обеспечение эффективности работы предпринимателей. При этом органы местного самоуправления зачастую от исполнения обязанностей, которые возложены на них федеральным законом, уклоняются, в связи с чем прокурорами принято значительное количество мер прокурорского реагирования, по итогам которых и объекты имущества вовлечены в финансовый оборот. Кроме того, в силу требований постановления правительства Российской Федерации и соответствующего постановления правительства Республики Тыва в условиях пандемии ряд субъектов предпринимательской деятельности, арендующих государственное и муниципальное имущество, освобождены от арендных платежей на период распространения инфекции. Это также является одной из поддержек, одним из видов поддержки. И заканчивая мысль про реализацию полномочий по поддержке, хотелось бы, чтобы предприниматели показали, что на сегодняшний день у субъекта предпринимательства должно быть понимание, что органы власти ориентированы на защиту бизнеса. В случае, если это их обязанность, прямая обязанность и органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, реализовывать все полномочия, направленные на защиту и поддержку субъектов предпринимательской деятельности. И если предприниматель чувствует или сталкивается с какими-то административными барьерами, препонами, с некачественной, так скажем, работой тех или иных органов, которые полномочены на поддержку, то основным контрольным надзорным органом в данном вопросе являются органы прокуратуры. И как раз-таки прокуроры все ориентированы на пресечение нарушений в деятельности органов контроля. Вот я сейчас послушал вас, работа непочатый край. Вот, не знаю, как у вас времени хватает на все это? Прокуроры ежедневно занимаются вопросами, в числе прочего, и защиты бизнеса. И я ориентирую нижестоящих прокуроров и всех, кто вовлечен в эту ситуацию, тех, кто обладает полномочиями по государственной поддержке бизнеса, о том, что бизнесу помочь в один день нельзя. Обеспечение нормальной деловой среды, развитие рыночных отношений, оно связано с системной работой органов контроля, которая должна быть обеспечена ежедневным сопровождением со стороны органов прокуратуры, чего мы и добиваемся. Мир у нас меняется настолько стремительно, что даже законодательство у нас меняется каждый месяц, каждые полгода. И я думаю, что на этом у нас не завершена наша работа. Мы еще встретимся не раз по другим тоже вопросам.
касающиеся именно по защите граждан, по защите предпринимателей. В заключение традиционно напоминаю изречение Цицерона, что знание закона заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы постигать их смысл. На этом у меня все. Над программой работали Сайгын Бербю, Айдын Кулар, Буян Мамгуш. До встречи в следующем эфире.